Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtda kasb tanlash oson ish emas, ammo biz sizlarga kasb tanlashga yordam qilishga tirishamiz. Уважаемые зрители, сегодня у нас очередное интервью. Сегодня в гостях у нас Камбаров Дилмурат. Камбаров Дилмурат 24 va 26 mart arasida Qarag'anda shahrida bo'lgan karate sport turidan o'tgan turnirda birinchi o'rin olib keldi. Shuning bilan biz sizni tabriklaymiz. Дилмурат, добро пожаловать в нашу студию. В первую очередь, можешь представить себя? Меня зовут Камбаров Дилмурат. Мне 13 лет. Учусь в Алате, в школе Умара Мухмади. А как ты пришел к этому спорту? Ну, я думал, я начал заниматься в 6 лет. И первая открылась в Алате. Хорошо. А с кем ты в эти годы тренировался? Ну, я тренировался сначала в Алате с друзьями, но потом никто перестали все сходить. И сейчас я занимаюсь в Талгаре в второй школе. А кто твой наставник и тренер? Моим тренером являются Алексей Гроза и Николай Зотенко. Какие у тебя достижения в этих спортах? Ну, я становился двукратным чемпионом области, трехкратным чемпионатом города, и вот недавно я стал чемпионом Казахстана. Чем ты еще увлекаешься, кроме спорта? Ну, кроме спорта у меня только карате. Есть ли у тебя хобби? Хобби? Что-то тебе нравится? Ну, я играю в волейбол, могу поиграть, в футбол. Еще я играю за школу, ну, шахматы. Как ты совмещаешь свою учебу и спорт? Ну, когда были сборы, утром я ходил в школу, а в обед и вечером у меня было карате. Выдели несколько минусов и также плюсов в этом спорте. Ну, еще раз, на сборах можно повредить себя, и это может подействовать на будущее. А вот плюс то, что это помогает твоему здоровью. Она мне по душе, карате. Хорошо. Какие планы у тебя на будущее? Ну, я хочу стать мастером спорта по карате и выиграть чемпионат мира. И также преподавать будущему поколению, да? Обучать детей. Ты по своему желанию выбрал этот спорт? Ну, меня сначала привел в этот спорт дедушка. Как он заинтересовал тебя? Ну, он смотрел сначала по телевизору, как это, ну, круто. Я тоже смотрел с ним, потом и мне это понравилось, и мы пришли. А помимо этого у тебя была мечта, кроме спорта? Ну, наверное, нет. Дилмурат, карате делится на несколько видов. Какой вид спорта у тебя? Который именно из них? Ну, у меня карате Шинкёкушинкай. Это тяжелый спорт, и он полноконтактный. Хорошо. Есть более легкие, а почему ты именно выбрал этот вид? Ну, я думаю, потому что в основном карате бьют ногами. А мне не только хотелось бы бить ногами, я и хотела тоже, чтобы с руками. И вот именно полный контакт и Шинкёкушинкай мне понравился. Как ты знаешь, в турнирах очень важна мотивация. От кого больше ты получаешь мотивацию? Ну, во-первых, я получаю самую много мотивацию от тренера. Потом от родителей, а также от друзей. Недавно в Караганде прошел чемпионат Казахстана. Можешь поподробнее рассказать об этом? Он прошел очень хорошо. Я занял там первое место. Ну и соперники были тяжелые. Сколько участников там было? В этом чемпионате Казахстана было более 500 участников. Как легко тебе удалось выиграть? Ну, не было легко. Тяжело все равно было. И особенно этот в полуфинале, когда вышел очень мощный соперник. Дилмурат, скажи, сколько у тебя есть награждений? У меня 15 кубков и 45 почти медалей. Каких чемпионов ты знаешь в этом виде спорта и в целом чемпионов Казахстана? Я знаю в этом виде спорта многих чемпионов. Это, например, как Левчик Курбанов, Артюшин, потом Зайна Бетирова, Мирей Суюнов,
И в основном это все. Я пытаюсь равняться на них и быть такими же чемпионами, как они. Мурат, скажи, кто твой кумир и кем ты больше увлекаешься из этих спортсменов? Мой кумир — это Лечик Курбанов. Когда я был маленьким, я не знала еще, что такое карате. И я увидела его видео, как он бьет с разворота. И мне это очень понравилось. И с того момента он мне стал моим кумиром. Спасибо, что пришел к нам в студию. Желаем тебе победы и успехов во всем. Желаем, чтобы ты стал чемпионом мира. Спасибо вам, что меня пригласили сюда. Желаю вашей группе Яшар Лази в дальнейшем, и чтобы было также больше спортсменов. Я хочу поблагодарить своих родителей, потому что они не побоялись и повели меня на этот вид спорта. Если бы они не смогли бы меня повести на этот вид спорта, то я бы сейчас не был бы таким же, как чемпионом, сильным, и у меня бы не было духа даже, можно сказать.